Здравствуйте, ребята! Итак, на прошлом уроке мы с вами говорили, что основным источником физических знаний все-таки является эксперимент. Именно благодаря эксперименту можно подтвердить либо опровергнуть выдвинутую нами гипотезу и, соответственно, в дальнейшем создать закон природы. Так вот, но для того, чтобы ставить эксперимент, вы должны четко представлять себе, что и как вы хотите измерять. Соответственно, что измеряется и в каких единицах это все будет измеряться. Так вот, сегодня мы как раз поговорим с вами о физических величинах и методах и способах, единицах измерения этих величин. Тема урока – международная система единиц, и, соответственно, некоторые, может быть, вещи еще и добавим. Итак, физическая величина. Это некая количественная характеристика данного объекта или явления, выражающего его свойства. Например, какие могут быть физические величины? Длина, масса, температура, давление, скорость – это все физические величины. Они выражают, значит, что? Тяжелое тело, либо легкое, быстрое, либо медленное и так далее. Ну и, соответственно, что? Как эти величины измеряются? Дело в том, что в древности не было четкой системы измерения единиц, и, соответственно, каждый мерил на свой манер, на свой аршин, как говорится. Например, очень такие любопытные, интересные единицы измерения были, как, скажем, стрела, это расстояние, на которое улетает стрела опущенная. Или, скажем, стадии, вот такая единица измерения была в древнем Вавилоне. Это расстояние, которое успевает пройти человек, пока появляется, первый луч солнца, до того времени, пока полностью покажется весь диск солнца. И, соответственно, гораздо удобнее было, пользоваться тем, что под рукой всегда, поэтому во многих народах, в том числе у казахов, у русских, в древнеанглийской мере, все связано с длиной ног и с длиной рук. Фут, либо табан, это длина ступни. Или, скажем, 5. Это расстояние между указательным, и большим пальцем. Аршин, расстояние от плеча, до кончиков пальцев. Сажень, между вытянутыми руками и так далее. Или просто хотя бы в шагах можно мерить длину. И спрашивается, можно ли считать вот такие измерения, выполненные, в шагах, либо в длине рук, идеально точными? Конечно же, нет. Чисто физиологически у каждого человека может быть свой длина шагов, или размах рук. И поэтому одни и те же измерения, сделанные одним, будут не одинаковые с другими измерениями. Это вносило путаницу в торговые отношения между разными странами, между разными народами. И, соответственно, вот эта бессистемность. Конечно, продавцов, ткацев товаров, можно было, обычно выбирали человека небольшого роста, с небольшим размахом рук, чтобы он, измеряя ткань, длину ткани, за те же самые деньги, продал, гораздо меньше товара, чтобы было выгоднее. Поэтому возникла необходимость как-то систематизировать все эти величины. И в конце XVIII века возникает так называемая метрическая система мер. В чем идея этой системы? В основе этой системы лежит понятие метра. Три основные физические величины. Давайте я здесь покажу. И, соответственно, запишем. Скажем, длина. Обычно обозначается буквой L. Длина. Масса. И время. Для каждой из этих величин был выдвинут некий эталон, эталон измерения. В частности, для длины, эталоном длины является метр. Обозначаться он будет буквой М, метр. Более серьезное современное толкование метра, вы знаете уже в старших классах. Так, за единицу измерения массы принят килограмм. Не буду записывать. И за единицу измерения времени что?
секунда. Ну, кстати говоря, с временными промежутками людям повезло больше, потому что периодическое движение Луны, Солнца, значит, Земли, значит, да, позволило, в общем, достаточно точно, ну, вводить, по крайней мере, большие промежутки времени. Сутки, значит, да, года, отсюда летоисчисление, которое было еще до значит, нашей эры известно. Так вот, метр, килограмм, секунда. 3 основные характеристики. Вот недалеко от Парижа существует такой городок Север, значит, да, там хранится, ну, там находится Международное бюро меры весов. И там хранятся эталоны вот этого метра, сделанные из платины, эталон килограмма, значит, да, гирька такая равная 1 килограмму, ну и так далее. Ну, спрашивается, конечно, значит, что значит измерить любую физическую величину? Это значит сравнить ее с эталоном, значит, да, насколько она будет больше либо меньше эталон. Ну, сразу возникает вопрос, а что нам для измерения нужно ехать куда-то в Север, значит, да? Да ничего подобного. В любой лаборатории, в любом доме, значит, да, есть, значит, в общем-то, значит, модели таких, значит, эталонов. Значит, да. Обычная линейка – это прототип того самого эталона, только не из платины, а деревянная она будет, значит, да. Ну, или, скажем, гирька для измерения, значит, массы, значит, да, она тоже будет достаточно точной, хоть и тоже будет сделана не из платины, а из обычного железа. Ну, а время, значит, да, соответственно, у любого, значит, сейчас есть секундомеры, часы и так далее. Так, ну и, соответственно, что? Дальше поехали. Значит, уже в 1960 году возникает так называемая международная система единиц. Система СИ, как ее принято называть. Ну и, соответственно, что? Вот в эту систему единиц входит 7 основных единиц измерения. Значит, да, ну, вот, названные мною 3, метр, килограмм, секунда. Ну, там добавляется еще моль, кельвин, кандела, значит, и ампер. Значит, да, ну, а все остальные мы по мере изучения физики с ними будем знакомиться. Пока ограничимся вот этими величинами. То есть получается что? Главное, что вы должны усвоить, значит, да, что есть определенные, чтобы все мерили одинаково, есть определенные модели, определенные эталоны. И когда мы измеряем любую величину, мы сравниваем, вот, скажем, длину стола с длиной эталона, принятого, значит, за единицу измерения, значит, да, с метром, значит, да, с линейкой. Так. Или, скажем, когда мы измеряем массу, мы сравниваем, значит, массу, значит, да, что же с эталоном, значит, да, неизвестную какую-то величину кладем, значит, на одну тарелочку, значит, да, и сюда уже кладем гирьки уже известные массы, которые тоже приняты за эталон. У вас будет такая работа лабораторная, вы еще измеряетесь, значит, да, у вас будет возможность пробовать измерять вот такие величины. Так, дальше поехали. Значит, ну, зачастую приходится работать с очень большими, либо с очень маленькими величинами. Поэтому, значит, в физике введена такая десятичная способ измерения величин. Значит, да, на чем он основан? Это кратные и дольные величины. Значит, ну что значит дольная величина? Давайте, может, напишем. Дольная. Дольные величины. Давайте так напишем. Дольные во множественном числе. Дольные величины. Ну, например, скажем, главная единица длины метр. Так вот, десятичная доля этого метра получается дециметр, да, 0,1 метра – это дециметр. Такие десятичные приставки. Значит, ну, в математике вы, конечно, их используете. Или, скажем, что 1/100 метра – это сантиметр. Это уже 100 доля метра, да? Или, скажем, 1/1000 метра. Ой, потерял. Это будет миллиметр. Ну и так далее. Значит, 1/1000000 доля метра, микрометр и так далее. Это дольные, то есть получается от слова делиться, да? То есть они, значит, меньше, чем основная. Но есть кратные величины. Давайте тоже запишем. Кратные. Кратные – это что? Больше в 10, в 100, в 1000, ну и большее количество раз. То есть кратные 10. Ну, скажем, основа метра, опять же. Километр, да, 1000 метров. 1000 метров – это будет 1 километр. Миллион метров – это мегаметр, большая буква М, не путать с миллиметром. Ну или, скажем, миллиард метров – это гигаметр. Просто, ну, давайте тоже запишем. Один гигаметр, большая буква Г. Это, значит, миллиард метров. То есть вот эти единицы позволяют, значит, более компактно записывать, значит, ну, такие большие либо очень маленькие числа.
Так, ну и последний момент, значит, да, ну, может быть, это несколько преждевременный момент, значит, да, ну, у вас есть такой подзаголовочек, вы найдете в параграфе, это скалярные и векторные величины. Дело в том, что физике приходится работать не только со скалярными. Скалярные – это величины, которые имеют просто какое-то численное значение. Вот, скажем, масса. Масса 40 килограмм, значит, да, или 50 килограмм, или там 2 грамма и так далее. Ну, а есть такие характеристики, скажем, такие как скорость, перемещение, сила, которые мало того, что имеют какое-то численное значение, они имеют еще и направление. Поэтому такие величины называются векторными, ну или векторами по-другому, значит, их называют. Работать с векторами несколько сложнее, значит, да, ну уже в ближайшее время вы, наверное, будете на уроках математики, значит, учиться работать с этими векторами. Итак, ребята, подводим итоги. То есть получается, что для того, чтобы все мерили одинаково, введена так называемая метрическая система мер, международная система единиц. И, соответственно, что? Каждая физическая величина имеет свою единицу измерения. Главные, значит, указаны вот на доске. Значит, если величины какие-то не очень удобные, очень большие или очень маленькие, вводятся специальные десятичные приставки. Либо дольные, либо кратные. Так, ну и последний момент, который, значит, что есть скалярные и есть векторные величины. Ну, на практике вы, соответственно, более подробно познакомитесь, значит, как работать с этими величинами. Ну, а на сегодня, я думаю, достаточно. Всего доброго, будьте здоровы, до свидания.